А в Якутске продолжают бороться с нелегальным сливом сточных вод в канализационные колодцы. В частности, с водителями ассенизаторских машин, которые полностью игнорируют требования водоканала, тем самым подвергая опасности не только экологию города, но и здоровье жителей. Дмитрий Тымыров разбирался, в чем опасность такого поведения и почему, несмотря на предписания, нарушения все еще продолжаются. Сотрудники водоканала выезжают в очередной рейд. Первая точка – поселок геологов. И сразу же фиксируют несанкционированный слив сточных вод. Однако, завидев специалиста водоканала и съемочную группу, водители фекальных машин сразу же приостанавливают свое грязное дело и экстренно покидают место преступления. Таких точек, наверное, где-то 15 в среднем, которые постоянно пользуются спросом у фекальщиков. Это какие? Это Накфени, Мерзлотка, поселок геологов, вот КНС геолог, потом СМУ-16, автодорожная, перекресток Красильникова, автодорожная, так, еще что, и на Кирсанова, возле здания ЕКСМК. Здесь, в поселке геологов, специалисты засыпали колодцы землей, но водители ассенизаторских машин разрыли землю и специальным инструментом проделали дыры в трубе, через которые они и сливают фекалии. Сточная вода, которая сливается ассенизаторскими машинами вот в такие колодцы, обогащена кислородом, который впоследствии очень пагубно влияет на канализационные трубы и приводит к их коррозии. Вода, которую вывозят они, сточная вода канализационная, очень агрессивная. И наши сети, вот самотечные линии, они съедают в буквальном смысле слова. Она, соприкасаясь с воздухом, обогащается кислородом и становится очень агрессивным по отношению к черному металлу. Только в этом году за ремонтный сезон работники водоканала поменяли более 15 километров канализационных труб, часть из которых пострадала именно из-за слива сточных вод. Специалисты водоканала отмечают, что с таким отношением к сточным водам и коммунальным трубам недалек тот день, когда канализационная вода будет угрожать разливом всей столицы. Вот это, где сливается, она проходит через весь город. Поэтому они влияют, негативно влияют в целом на всю систему канализационного города. Точка слива сточных вод в районе поселка геологов находится за 18-й школой. Здесь ходят дети, и они как раз проходят через самопальные люки, которые проделывают водители. Есть опасность провалиться в зловонную яму, а также высока вероятность подхватить инфекцию. Углекислый газ выделяет, содержит высокое содержание азота, много биологических соединений, которые разлагаются со временем. Это кишмя кишит там все. Поэтому обязательно должна без разлива по территории, особенно летнее время, попасть на очистные сооружения. Штраф за нелегальный сброс сточных вод сегодня составляет всего 1000 рублей. Этого ничтожно мало. После первого указа главы региона о сохранении экологической безопасности городские власти просто обязаны решить вопрос и несанкционированным сливом сточных вод. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск.